Добрый вечер. У нас в гостях еще раз Султанбай Айджигитов. Мы уже в понедельник обсуждали ситуацию в стране и вообще общую ситуацию. Скажите, вот неожиданно Европейский Союз и другие западные страны сказали, что единственным из двух легитимных властей, кроме Джорджа Генеша, является и президент. А до этого в Кыргызстане такая целая была кампания, что это не мой президент, вот люди говорили, да, вот импичмент даже требовали объявить президенту, даже говорили, что он виновен в пандемии, там, которая в июле вот был пик такой, всплеск. Они все, им пришлось как-то уже корректировать свои позиции, да, после того, как в Европе сказали легитимно. Действительно же легитимный он, как вы считаете? Ну, он действительно легитимный президент. Из вот этих вот двух ветвей власти он тоже один из легитимных. Вот сейчас вот легитимным сделали еще одну, значит, исполнительную власть. Это премьер-министр. Теперь у нас 3 легитимных, собственно говоря, лица, да. Но как получилось, что вот резко поменялось это все? Я думаю, что, как политики говорят, у политиков нет друзей. Есть попутчики, да, политические, вот, и оппоненты. Вот. Поэтому я думаю, что попутчики и оппоненты, они всегда меняются очень быстро у политиков. В зависимости от того, как складываются политические силы на арене, скажем так. Да? Вот сейчас вот на тот момент, когда говорили, нужно уйти, импичмент и все прочее, расклад сил был иной. Сейчас расклад сил, видимо, начал меняться. Поэтому, собственно говоря, и тон, риторика тоже политиков поменялась. Ну, я думаю, вот так. В прошлый раз вы сказали, ситуация, если подходить вот с точки зрения, что верхи не могут, низы не хотят, да, то верхи перестали быть способными контролировать ситуацию. Вот почему за эти 3 года не смогла новая власть вот как-то улучшить, вот, изменить, а они просто в старые, вот как говорят, в старые меха налили новое вино, да, а это не совсем хорошо. Вы сами писали письма, вот вы тоже говорили в прошлый раз, что надо что-то менять, что-то делать. Почему, значит, за 3 года ничего не смогли сделать? Так, я так понял, да, ваш вопрос? Вот. Но дело в том, что, понимаете, в чем дело? Вот я хотел бы начать с того, что почему случилась вот эта революция. И вообще назвать его революцией можно или нет? Вот его можно назвать сейчас пока революцией, потому что действительно сложилась классическая революционная ситуация, когда низы уже не хотят жить по-старому, а верхи не могут управлять по-новому. Понимаете, за 3 года так и не перешли на новое управление. Поэтому она пока остается. Поэтому здесь никаких, в общем-то, я думаю, что полная неожиданность для всех была. В том числе, возможно, и для внешних сил тоже это было полной неожиданностью. Да, вот то, что происходит. Это действительно вот это взрыв. А вот это вот выборы, результаты выборов, все прочее остальное, ну, они послужили как бы только поводом для того, чтобы народ вышел на улицу. Поэтому вот ситуация такая случилась. А вот почему за 3 года не смогли сделать? Дело в том, что, понимаете, когда революцию, вот в прошлый раз, когда Атамбаев и Бакиев тоже поменяли, они власть поменяли, вроде бы революцию сделали, но до конечной-то цели не достигли. То есть революция предполагает изменение какой-то формации, понимаете, хотя бы институциональные какие-то должны быть изменения. А поскольку они пришли, просто люди во власти поменялись, а все остальное осталось прежним. Поэтому та система, именно эта система порождает вот эту вот коррупцию и все прочее остальное, которое сложилось за 30 лет. И поэтому, когда они пришли, значит, вот эта коррупция, все вот эти вот негативные дела, поскольку институционально ничего не изменилось, вот, просто поменялись люди, вот этих новых людей, пришедших к власти, которые, в принципе, поначалу, в общем-то, нормально были мотивированы, здоровые мотивации пришли, но их постепенно эта система поглотила, а вместе с ней и новую власть в целом поглотила.
Понимаете? Поэтому они в старое русло, ничего не менялось, все осталось по-прежнему. И, соответственно, жизнь людей стала все хуже и хуже. Вот, собственно говоря, так получилось. То же самое получилось, к сожалению, и с Джеймбековым тоже. Вот. В свое время вот Джеймбекову тоже, когда пришли, он тоже вот людей начал набирать, подбирать свою команду, опять же, для того, чтобы стабилизировать, удовлетворить все политические силы. Вот отсюда все и сложилось. Отсюда сложилось совершенно, вот смотрите, парламент, собственно говоря, там на 5-6 частей разделен, да, там еще существует еще между ними эти самые. Правительство сложилось вот из этих вот, из фракций разных, значит, они разделили между собой. Получилось правительство, значит, там премьер с одного представителя одной политической силы, там другие вице-премьеры, другие, значит, там министры тоже разные. И поэтому, получается, центр управления, это были не премьер-министр, для министров, допустим, а партийные центры, которые им давали определенные сигналы, как нужно себя вести в этой ситуации. Поэтому никакой команды, в общем-то, не получилось, никакой цели не получилось. Понимаете, в чем дело? Потом вот я говорил вам, что еще в 2018 году я президенту Джеймбекову писал очень много писем по разным причинам. И по Конституции, я писал и по коррупции, значит, я писал по ускоренному развитию, экономическому развитию, там, по налоговой части, по очень многим вещам. Но, к сожалению, я не был услышан, понимаете. Я вот сейчас хотел бы отметить вот то письмо открыто, которое я написал по поводу Конституции нашей на тот момент. Я его, как бы, этот документ рассуждал, я ему хотел донести не как свой анализ, как Конституцию, как правового документа. Я хотел ему донести о Конституции как о философско-духовном документе. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что у нас считается, что у нас нет национальной идеи. И она якобы не формируется. На самом деле национальная идея в Конституции, статья номер 1, совершенно четко расписана. Там говорится, что наше государство это суверенное, демократическое, правовое, да, светское, унитарное и социальное государство. Вот, собственно говоря, вся идея. Понимаете, в чем дело? Собственно говоря, наша национальная идея заложена вот в этом номер 1 пункте. И все остальное в этой Конституции должно было соответствовать именно этому, для достижения вот этой вот мечты, вот этого вот договора между властью и народом. Понимаете? Вот здесь вот вообще Конституция, это прежде всего договор между властью и народом, который, значит, говорят, вот они договорились между собой, что мы построим вот эту вот мечту, то есть суверенную и так далее, там подобное, вот такое государство. И для того, чтобы, значит, достичь вот этой вот общей цели, о которой народ и власть договорились, они определенные там части людей дали свои полномочия, как источник власти, уполномочили властными, так сказать, полномочиями для того, чтобы они разрабатывали всякие механизмы достижения вот этой вот главной мечты нашей. А в свою очередь народ будет законопослушным и будет всячески способствовать власти построению вот этого нашего государства, о котором мы мечтаем. Ну, а, к сожалению, на самом деле получилось так, что по факту на сегодняшний день тоже так получилось, что это договор не между народом и властью, а между властью и небольшой кучки людей, которые финансируют эту власть, инвестирует на период выборов и заказывает эту власть. Понимаете, какие получилось между ними. Основная масса людей получилась в этом договоре, они не участвуют. И, собственно говоря, вот эти вот все конституции с 93-го, которые были поменены, они целевым образом, в общем-то, были изменены под конкретного человека и под интересы какой-то определенной кучки людей. Поэтому вот Акаев под себя и под свою команду. Потом Бакиев пришел под себя, под свою команду построил. Пришел Атамбаев тоже под себя и под свою команду. Понимаете как? И получается, что вся эта Конституция наша, это договор не между народом и властью, а между властью и небольшой кучкой людей, которые финансируют
выборы, на выборах эту власть и заказывают эту власть. Поэтому так получилось, что и здесь вот при Жээнбеке то же самое случилось, в принципе, по старой Конституции. Ничего не изменилось, никаких институциональных изменений не произошло. В результате получилось, что новые люди, пришедшие вместе с Жээнбековым, они не смогли сформировать компетентную, очень хорошую команду. И в результате вот эта и Жээнбековская тоже команда, постепенно поглотилась вот этой вот нашей коррупционной системой. И через некоторое время, как произошло с Бакиевым, также произошло с Акаевым, со всеми президентами, за исключением Розы Исаковны, потому что у нее назначение было другое, они не заметили, как сами оказались во главе вот этой вот коррупционной группы. Понимаете как? Отсюда, собственно говоря, и вот все наши беды. То же самое и сейчас повторилось. Вот всем памятно 8 февраля 2018 года, да? Вы после этого написали, да, после этого знаменитого заседания Совета Безопасности, когда вот даже секретарь Совета Безопасности возмутился. 2018 года, да. Потому что у меня такая, вы знаете, надежда появилась. Ведь надежда появилась не только у меня, у всего народа. Они все просто вот после вот этого вот заседания Совбеза весь народ ведь Сооронбай Шариповичу, наконец-то какие-то реальные шаги, какие-то реальные вещи, реальный человек появился. И очень большая надежда у людей. Я под этим впечатлением, собственно говоря, написал это. И по всем этим вопросам пытаясь, к сожалению, она не достигла вообще своей цели. Я вообще сейчас готов отдать Сооронбай Шариповичу эти вещи, пусть он хоть сейчас почитает, да? Может, ему как-то это пригодится. Все были уверены, что была большая надежда, и народ Сооронбай Шариповичу дал огромный, кредит доверия. Да. Просто без всяких условий. Просто дал кредит доверия. И, к сожалению, вы знаете, за 3 года этот кредит доверия он исчерпал. Вот почему? Вот смотрите, он несколько таких Советов Безопасности, заседаний Совета Безопасности было проведено. Он очень много критиковал. Он даже говорил, что вы там Балтийотраснар, да? Ничего не делаете. Да. Совсем недавно тоже, 1 сентября, потом сразу, по-моему, 3 или через 2 дня другое заседание Совета Безопасности по выборам, по коррупции, особенно по коррупции было. Да. Почему? Это просто было только разговор, а реально ничего не делалось. Дело в том, что, опять же, мы возвращаемся к системе. Дело в том, что вообще коррупция, мы в тот раз говорили, что мы слишком примитивно понимаем коррупцию, и демократию тоже, и правовое государство, и социальное государство, слишком примитивно понимаем, да, в том числе и это тоже. Но это, видимо, есть какое-то объяснение, я думаю. В принципе, вернее, есть объяснение, но, к сожалению, эфирного времени мало и насчет этого. Значит, я что хочу сказать. Дело в том, что мы с вами сейчас... Коррупцию. О коррупции, да. В тот раз, когда мы с вами беседовали... получилось, я говорил, что коррупция за 30 лет стала законодательно закрепленной, неотъемлемой частью не только нашей политической системы, но и права, морали и образа жизни. Понимаете, как в чем дело? Поэтому, не изменив вот эту вот законодательную часть, то есть оно и не могло иначе кончиться. Понимаете, как можно бороться с тем, что законодательно закреплено? Как можно бороться с тем, если ты сам являешься частью этой коррупционной системы, и причем законодательно по всем правилам. Если образ нашей жизни является вот таковым, да, когда мораль уже у нас стала вот таковым, когда коррупция стала как бы нормальным явлением для нас, мы даже на него не обращаем внимания, понимаете, в чем дело? Вот то, что коррупция законодательно закреплена, вот даже когда Батукаева освобождали,
Сам генеральный прокурор и, собственно говоря, и представитель, руководитель, значит, Государственной национальной службы в парламенте заявил, что он освобожден законно. Понимаете в чем? Он действительно освобожден по закону, без нарушения закона. По бумагам, да, все. Но это еще раз говорит, что коррупция у нас законодательно закреплена. Понимаете, в чем дело? Вот. Конечно, все понимают, что это нельзя делать, но закон позволяет это делать. Понимаете? Вот это и объясняет, это один из доказательств, что коррупция у нас законодательно закреплена, и неотъемлемая часть нашей политической системы. Понимаете? Что она корень имеет происхождение. Вообще коррупция – это не столько категория уголовная, сколько политическая и духовная, понимаете, идеологическая, духовная. Вот. Она больше затрагивает политику, больше затрагивает, значит, мораль, право, ну и все прочее остальное. Ну, вот Атамбаев очень любил говорить, что вот ссылался на этого шведского ученого, который написал книгу, и в своей книге сказал, что в Кыргызстане коррупция стала образом жизни. Да. Вот. И говорил, вот значит, надо менять образ жизни. Но сам на самом деле не менял, и как раз-таки делал все это, укреплял эту коррупционную систему. Да, совершенно правильно. Вот смотрите, вот психологи так говорят. Вот, собственно говоря, мы все думаем, что якобы мы живем своим умом, своим мыслям, каждый шаг, значит, осмысленно делаем. А психологи утверждают обратное, что на 90% человек живет привычками и действует так, как позволяет так называемые граничные условия. Понимаете, в чем дело? То есть граничными условиями в данном случае является закон, да? Граничным условием является, например, мораль, традиции наши, образ нашей жизни. Вот, понимаете, если это все не меняется, человек, ну, как бы, подспудно сразу этому подчиняется. Если он не будет подчиняться, он просто будет, ну, как бы, окажется за бортом жизни этой. Вот. Поэтому ничего и не происходило. Они же ведь ничего не изменили. Ни Атамбаев, ни Бакиев, ведь ничего не изменили. Ни в образе нашей жизни, ни в законодательстве. Казалось бы, вот нужно что сделать? Для того, чтобы в первую очередь, что нужно сделать, это провести полную ревизию всего нашего законодательства, начиная с Конституции, заканчивая инструкциями и там всевозможными мелкими там нормативными документами, инструкциями министерства. Нужно просто сделать ревизию на предмет коррупционности. Я понимаю, таких вещей очень много. Вот, коррупционных. И в УПК существует очень много, и в самой Конституции существует, ну и во всех конституционных законах, в том числе каких-то вот подзаконных нормативных актах. Особенно это очень много подзаконных актов, которые составляют сами правительства, министерства, и особенно в инструкциях, в тех или иных инструкциях. Она полностью противоречит, многие вещи противоречат даже ныне существующим вот, УПК противоречит Конституции, таких вещей очень много. Очень много. Вот Атамбаев вот так говорил, да, что образ жизни, мы должны это менять и так далее. Вы говорите, что Конституция и вообще коррупция – это такое общественное явление, не только уголовное, да, не только уголовная категория. Когда пришел к власти Джейнбеков, все говорили, что вот он верующий человек, очень чистый, внутренний там и так далее. Он, поэтому теперь будут нравственные какие-то изменения, но никаких особенных внешних изменений мы не почувствовали, не увидели. Получилось, что какое было раньше, такое и сейчас, только поменялись наверху. Для того, чтобы, вот я же говорю, что человека мораль, все зависит от каких-то граничных условий. Даже законы и даже, я думаю, Конституция пишется в условиях, определенных граничных условиях. Например, вот как мораль, например, влияет, например, процентная ставка. Никто над этим не задумывается, понимаете как? А она напрямую влияет на мораль. Понимаете? Вот сейчас, например, в советское время, когда процентной ставки не было, когда она запрещена была, одна была мораль. В древние времена, когда все религии запрещали
процентную ставку, тоже одна была мораль. А вот как только появилась процентная ставка, это совсем другая мораль. Понимаете как? Я этим просто хочу сказать, что если мы хотим изменить мораль и образ нашей жизни, то нужно менять вот эту вот, допустим, тоже денежно-кредитную систему и менять отношение к проценту, его каким-то образом сделать, чтобы его влияние было на мораль и на нашу духовную сторону нашей жизни, чтобы она была минимальная. Понимаете, в чем дело? Чтобы она имела вот процентная ставка, она напрямую должно влиять только на экономические события. Вот, то есть он в самой процентной ставке ничего нету плохого. Понимаете как? Это нормальный инструмент, финансовый инструмент, которым нужно использовать для развития нашего общества. Другое дело, что этот инструмент, в чьих интересах он используется. Понимаете? Целеполагание использования этого инструмента. Можно его использовать, допустим, для того, чтобы развивать наше общество и в интересах всего народа можно сделать. А можно развивать в интересах небольшой кучки людей для того, чтобы концентрировать финансовый капитал для этих кучки людей. Понимаете как? А можно его использовать так, чтобы финансовые ресурсы были доступны, равномерно распределены во всем обществе. Все зависит от того, как его использовать. Понимаете, в чем дело? Поэтому нужно законодательно менять отношение к этим вещам, к этим инструментам. Нужно целеполагание использовать этих, законодательно нужно менять. Но эти же вещи никто не делает. Понимаете, никто не делает. Просто-напросто, например, все отдали, всю экономику и вообще экономическое развитие наше отдали на откуп рынку. Якобы откуп, рынок все расставит по своим местам. Понимаете, что ничего не надо делать. Это вот, поэтому ничего не меняется. Понимаете? Дело в том, что вот это наше то, что мы все отдали на откуп рынку и все, значит, все подряд начали либерализовывать. Вот, например, если что означает либерализация здравоохранения? Или сразу поставим, что такое вообще либерализация? При либерализации экономики и все прочее остальное, оно подразумевает самая главная цель – это прибыль любыми способами. Понимаете как? Поэтому, если мы осуществляем либерализацию, допустим, образования, там уже будет целью не образование, не знания, которые получают, а именно прибыль. Понимаете? Соответственно, значит, там совершенно по-другому будет работать система образования. Если мы здравоохранение начнем либерализовывать, там уже будет главной целью не здоровье человека, опять же прибыль, понимаете как? Это уже будет, здоровье человека всего лишь будет разменной монетой. Разменной монетой, с помощью которого люди получают сверхприбыль. Вместо лечения или предупреждения болезни получается оказание медицинских услуг. Да. Понимаете как? Это не здравоохранение, а оказание медицинских услуг. А это означает, превращает вот эти услуги в товар. Понимаете, как продают и покупают. А это уже здоровье человека просто остается в стороне. Точно так же в системе образования. Знание человека, его воспитание тоже становится в стороне. Они просто оказывают услуги и делают из этого, и делают самые изощренные вещи. Понимаете как? И вот, собственно, мы видим, например, все это видим. Хотя мы Конституцию заявляем, что у нас бесплатное образование, на самом деле среднего бесплатного образования нет. Хотя мы говорим, что у нас здравоохранение в определенных условиях бесплатное, даже в этих минимальных условиях оно не бесплатное. Понимаете, в чем дело? Это все результат политики либерализации этих вещей. Понимаете, в чем дело? Нужно, я скажу, что с самой либерализации тоже нету ничего плохого. И в самой, допустим, планировании, в том же стратегическом планировании тоже нет ничего плохого. Понимаете как? Вот сейчас, вот, например, математики очень четко доказали, что цели и планирования, и цели либерализации математически одним и той же моделью объясняется. Понимаете? Оба цели, и планирование, и либерализация, вот здесь вот, ну там определенный математическая модель одну вещь, значит, направлена. Одна и та же математическая модель их обеспечивает и направлена на эффективное использование ресурсов. И та, и другая система. Понимаете, в чем? Но только эффективное использование в чьих интересах? Опять же, понимаете, в чем дело? Поэтому сейчас вот новый мирохозяйственный уклад, новое течение, скажем так, тенденция развития мировой экономики, она идет так называемое интегрированное развитие, новый мирохозяйственный уклад. Это так называемый основан на теории конвергенции, когда, значит, самое лучшее
из капиталистической системы, и самые лучшие из плановой экономик объединили для того, чтобы обе работали в интересах именно общества, именно укрепления государства и все прочее остальное. Эта конвергенция теории, она появилась еще в 60-х годах. Между прочим, она была придумана нашими, когда потепление пошло, вот это вот хрущевское, тогда вот это вот ученые-экономисты, значит, Советского Союза и Соединенных Штатов Америки разработали вот эту теорию конвергенции, когда хотели вот объединить, значит, планирование с рыночным предпринимательством. Его разработали, но после этого и Советский Союз тоже отказался, и Соединенные Штаты от этой теории отказались, но зато Дэн Сяопин его прибрал. Очень быстро он понял, в чем дело. И 70-е годы, вот, насколько вот можно верить, значит, этим советские ученые-экономисты и американские экономисты, которые разрабатывали теорию, они не вылезали с командировок с Китая. Собственно, они, сегодняшний Китай построили ту систему, которую... Академик Сахаров с трибуны съезда народных депутатов об этом говорил, да. Но его освистывали. Да, его освистывали. Понимаете, в чем дело? И поэтому Дэн Сяопин, мудрость Дэн Сяопина именно тогда пошла вот эта его знаменитая фраза, неважно, какого цвета кошка, главное, чтобы мышей ловил. Вот он всех, кто мышей ловит из Советского Союза и с Америки, собрал и сделал свою вот эту вот систему. Понимаете, в чем дело? Потом еще, там еще Дэн Сяопину помогло то, что, значит, в тот момент бреттон-вудская валютная система, она разваливалась, понимаете как? В то время весь Запад уже думал, что все, пришел конец. Доллар вообще был. Америка считала, что она скоро конец ей придет. Там паника такая началась, понимаете как? И Дэн Сяопин эту ситуацию тоже очень хорошо использовал. Вот. И он предложил Америке вот такое предложение, от которого они не смогли отказаться. Он сказал: ребята, давайте, вот ваши доллары же нигде не признают, в кризис вошла. Все хотят, чтобы вы вместо долларов вам доллар дают, говорят, давай золото. А мы говорим, нет, давайте ваше золото, вернее, ваши доллары, да, ваши технологии, значит, да, а мы вам рабочую силу дешевую и наши ресурсы, значит. И мы здесь сделаем, значит, и все будем продавать на ваши доллары. И таким образом он спас доллар, понимаете? Вот здесь вот и американцы тоже с удовольствием пошли ему навстречу, потому что это было их спасение, это спасение доллара было, понимаете, в чем? И потом, бреттон-вудская развалилась, появилась ямайская денежная система, там, где, значит, уже от золотого стандарта отказались, и, собственно говоря, уже на это и самые сказали, что теперь доллар заменяет фактически золото. Понимаете? Вот с этого момента, 70-х годов. У нас, оказывается, времени осталось мало, 3-4 минуты. Да. Ну вот вы написали не одно, да, несколько писем, и это проект Конституции, да, который должен быть. Никак никто не отреагировал, абсолютно. Да? Абсолютно никак не отреагировал. Вот вы знаете, если бы отреагировали, я думаю, что я мог предложить очень много вещей, как сделать институциональные изменения, чтобы она способствовала все вот эти вот и финансовой системе, и выборной системе, там, в экономической политике, в налоговой политике, в таможенной политике, и вообще вот как сделать социальное государство. Кстати, если есть время, я вам расскажу сейчас, что такое вообще социальное времени государство. Мало. Очень коротко. Дело в том, что все понимают, что это социальное государство, это который, значит, весь бюджет пускать на социальные вещи. Понимаете как? На проедание. На самом деле это не так. Наше государство без бюджета хоть 60% направлено на социальные нужды, она на проедание направлена. Понимаете? Это не является социальным государством. Это не социально. Социальное – это когда инвестирует человеческий капитал. Да. Потому что только человеческий капитал способен создавать добавочную стоимость, то есть развивать, накапливать капитал, развивать, обогащение сделать. Понимаете как? Только человеческий капитал. Основной капитал, он не создает добавочную стоимость и прибыль. Он всего лишь воспроизводится и переносит часть своей стоимости на стоимость товара. Понимаете, в чем? Отсюда он вообще никак, поэтому сейчас вот в современных бурно развивающихся странах в стоимости капитала 30% только составляет, значит, стоимость основных средств, а остальные 60% это рабочая сила. Стоимость рабочей силы, понимаете, в чем дело?
Вот. И чем интеллектуальнее Да, это... и чем интеллектуальнее, и чем больше вкладывается, потому что вся инвестиция, которая вложена в человеческий капитал, он потом перевоплощается в технологии и в основные средства, понимаете, и на добавочную стоимость, понимаете. Он не только воспроизводит сам себя, он еще воплощает всю свою идею в основные средства, в новые технологии, и еще создает, он не только сам себя, но и создает еще новую стоимость, понимаете, в чем? За счет этого, собственно говоря, вот простой механизм. Об этом писал еще Маркс, об этом очень многие вещи. Об этом было известно еще, вы знаете, там очень давние времена, вот, еще марковские, домарковские времена. Просто все хорошее, все новое, это хорошо забытое старое. Вот. Просто нужно его изучать, знать и правильно его применять. Вот наш Кыргызстан очень легко можно поднять на ноги, потому что у нас население небольшое, кстати, очень грамотное население, очень трудолюбивое население, очень дисциплинированное население. И самое главное, не особо такой вот претензионный. Вот если нашему народу обеспечить минимальные хотя бы вот эти вот социальные гарантии, и она будет довольна, понимаете, в чем дело? Она послушная, она дисциплинированная. Это же народ воин, понимаете? Они всегда привыкли к дисциплине, к порядку и все прочее остальное. А территория у нас для 6 миллионов огромная. Вот, природные ресурсы, удельный вес природных богатств на одного человека, так мы, извините, одни из богатых государств. И мы с этими богатствами находимся в нищете. Это просто недопустимо, понимаете? Это преступление, когда ты при таких богатствах находишься в нищете. Просто, это, вот я вам просто пример привяжу. У нас уже очень коротко. Вот, например, вот наши вот вообще имеющиеся активы, там, ресурсы, особенно природные ресурсы, они оцениваются 3-4 триллиона долларов. Понимаете как? И при таких активах мы живем в нищете. 6 миллионов человек. Да с такими активами, извините, не то, что там одеть, накормить и крышу над головой сделать. Весь Кыргызстан можно в космос запустить. Понимаете? Нужно просто правильно управлять этими активами. И в интересах государства, а не распродавать его по дешевке всему миру. Спасибо вам большое. Но еще на эти темы, наверное, нам будем встречаться и говорить на эти темы. Спасибо вам большое. У нас в гостях был Султанбай Айджигитов, экс-губернатор Баткенской области и специалист по макроэкономике, макрофинансам и национальной безопасности тоже. Спасибо большое. До свидания.